Друзья, всем привет! Сегодня эксклюзивно расскажу вам про новый Hyundai Tucson 2021 года, старт продаж которого начинается с 28 июня. Официальный дистрибьютор бренда Hyundai в Казахстане, Hyundai Авто Казахстан, которая входит в состав Astana Motors и имеет 20 дилерских центров по всей республике, где вы можете произвести свой тест-драйв. Я же вам сегодня расскажу не только про автомобиль статично, но и мы немного покатаемся. Прямо здесь, на полигоне завода Hyundai Транс Казахстан, где и налажен выпуск этого автомобиля. В общем, новый Hyundai Tucson 2021 года. Погнали! Дизайн нового Hyundai Tucson выполнен в воплощении последнего фирменного стиля Hyundai, который называется «Чувственная спортивность». И вы видели воплощение этого стиля на новой Elantra, о которой я не так давно рассказывал. Теперь вот острые линии и смелые дизайнерские решения добрались до нового кроссовера Hyundai. Кстати, это тот самый случай, когда серийный автомобиль почти не отличается от шоу-кара Vision T, показанного нам в 2019 году, а значит, инженерам, маркетологам и дизайнерам удалось сработаться вместе, и это очень похвально в современном автомобильном мире. Фары и решетка радиатора визуально объединены в Т-образную композицию. Привлекает внимание сложная трехмерная сетка решетки и заступающие в ее пределы светодиодные дневные ходовые огни. Блоки ближнего и дальнего света установлены ниже, согласно актуальным тенденциям. Они замаскированы под противотуманки. На корме светотехника растянулась вдоль всей ширины кузова. Еще одним интересным элементом дизайна стала контрастная накладка на заднюю стойку крыши в цвете матовый хром. Она выделяется на общем фоне кузова и за счет своего наклона вперед придает силуэту дополнительную динамичность. Длина автомобиля теперь составляет 4 метра 63 сантиметра, высота 166,5 сантиметров, а ширина 186,5 сантиметров, что говорит о том, что автомобиль вырос во всех пропорциях, и индекс кузова теперь называется NX4. Конечно же, есть бесключевой доступ, автоматическое складывание боковых зеркал, но перед тем, как я покажу вам салон, хочу обратить внимание на ставшую уже фирменной чертой всех новых кроссоверах Hyundai. Это цельная дверь, которая закрывает теперь полностью порог, и ваши штаны остаются чистыми в слякотную погоду. В салоне тоже произошла революция, нет ни единого намека на предыдущий Tucson. Причем, в отличие от экстерьера, здесь нет резких линий, а преобладают плавные решения, которые совсем не утомляют глаз. Двойная хромированная полоса проходит вдоль верха дверей, плавно заходит на переднюю панель, а затем уходит вниз вдоль центральной консоли. В этот элемент незаметно интегрированы и боковые дефлекторы системы вентиляции. Четырехспицевый руль необычной формы и кнопочный селектор автомата, уже знакомый по последним новинкам Hyundai. А вот сенсорная панель климатической установки и плоский цифровой щиток приборов ранее не были замечены на автомобилях бренда. Диагональ обоих дисплеев на приборной панели и в составе мультимедийной составляет 10-25 дюйма. 4 цвета интерьера, включая два уникальных – темно-синий и коричневый. Что еще из приятных опций есть в новом Hyundai Tucson? Панорамная крыша, причем передняя секция открывается в режиме люка, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла с помощью нитей, вентиляция передних сидений, камера заднего вида, электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold, два гнезда для зарядки гаджетов спереди, беспроводная зарядка, подрулевые лепестки переключения передач и то, чего не было в предыдущих Тусанах, это память водительского сидения на два положения. Мой рост составляет 187 сантиметров, я настроил переднее пассажирское сиденье под себя, и посмотрите теперь на втором ряду, сколько стало места для колен. Причем ступни тоже вполне себе неплохо помещаются под сиденьем, и та фишка, которая не была ранее на Тусане, это блок управления передним пассажирским сиденьем. Теперь, если вам необходимо, можете прямо находясь на втором ряду сиденья отодвинуть, если вдруг оно вам мешает.
Конечно же, у багажника есть автоматическое открывание, но кнопка теперь располагается в самом низу пятой двери. А сам объем багажника вырос до внушительных 539 литров. При этом под полом есть полноразмерное запасное колесо. У нас это 19 диаметр. Есть розетка на 12 вольт и два удобных рычажка для складывания сидений второго ряда. На нашем рынке Hyundai Tucson доступен с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Это двухлитровый на 150 лошадиных сил и 192 ньютон-метра крутящего момента и 2,5-литровый мощностью 190 лошадиных сил и с крутящим моментом 242 ньютон-метра. Оба мотора относятся к семейству Smart Stream, причем адаптированы к эксплуатации на 92-м бензине. С двухлитровым мотором агрегатируются шестиступенчатые коробки передач, проверенный временем классический автомат и не менее классическая механика в базовой комплектации. А к 2,5-литровому двигателю предлагается новый 8-ступенчатый автомат, и что радует, он тоже гидротрансформаторный, а значит надежный, что очень важно сейчас. Никаких экспериментов с турбомоторами, роботами, вариаторами, в общем, вы понимаете, о чем я. Привод на колеса может быть передним либо полным, с электронно подключаемой муфтой. С 2,5-литровым двигателем и 8-ступенчатым автоматом идет только полный привод. Хочется немного рассказать про систему полного привода. Инновационная электроника в режиме реального времени отслеживает скорость и состояние дорожного покрытия. На основании полученных данных система автоматически распределяет крутящий момент между четырьмя колесами, а при необходимости подтормаживает каждое из колес, тем самым обеспечивая надежное сцепление с дорогой и курсовую устойчивость в сложных погодных условиях. Как и в других новых моделях Hyundai, вы уже наверняка знаете, что есть режимы вождения Drive Mode. В новом Hyundai Tucson доступны следующие режимы: Normal для комфортного ежедневного вождения, Eco, обеспечивающий экономичный расход топлива, и Sport с улучшенной динамикой и сокращенным временем разгона. И, наконец, Smart, адаптирующий переключение передач под ваш стиль вождения. При этом еще появились режимы бездорожья, Terrain Mode. С помощью качельки возле коробки передач можно перевести систему управления в один из трех режимов: снег, грязь и песок. Ну и напоследок я хочу сказать, что гарантия на все новые автомобили Hyundai составляет 5 лет или 100 тысяч километров. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал, следите за новостями, а мы будем готовить для вас новый материал. Всем до встречи!